привет! С вами снова Альберт, и вы на канале Кому Зазо. Сегодня мы будем готовить рыбный пирог. Для этого нам понадобится наша местная рыба чир. Сейчас начнем готовить. Начинаем с того, что надо все это дело почистить. Достаем наш знаменитый острый нож городского типа с деревянной ручкой. Он на темир-темирдях. Так. И для начала отрезаем голову. Отрезаем голову. Все. Голову отрезали рыбки нашей. Теперь отрезаем хвостик. Итак, отрезали хвостик. Теперь отрезаем плавники. Угу. 8 плавников отрезали. Сейчас режем живот. Все. Открываем. Вот наши внутренности нашей рыбы. Так, это рыба чир, кушается сырым. Печень самая вкусная, деликатес. Достаем все с внутренней части нашей рыбы, вплоть до вот крови, которая находится в позвоночнике. Так, внутренности и голову зря мы сюда положили. Надо было все в тарелку, чтобы скатерть не испортить. Мужчин аккуратных любят девушки, поэтому все в тарелочку. Вот. Отлично. Делаем нарезы. Для того, чтобы разделать шкуру, мы делаем такие, как сказать, полоски. Скажем так. Очень твердая кожа, поэтому наш крутой нож тут тоже еле справляется. Вот так вот. Идем. Главное, чтобы скатерть не порезать. Вот таким вот плавным движением руки. Угу. Сдираем. Все. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Тут некоторые люди даже пользуются плоскогубцами, потому что они скользкие. Но это уже слишком. Можно и руками справиться. Все. Наша рыба очищена. Так, сейчас их отрезаем толщиной где-то сантиметр. Вот так вот. И все это вместе с костями. Рецепт этого рыбного пирога пришло к моей матери от ее матери. Получается, от нашей бабушки. У моей бабушки было 11 детей. И для того, чтобы всех их прокормить, она готовила из одной рыбы очень много рыбных пирогов. Чуть больше сантиметра. Сантиметр это слишком тонкий будет. Из одной рыбы у нас вышло, сейчас посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 кусков сочного пирога выйдет из этой одной рыбы. Не только из чира делается этот рыбный пирог, а из омуля, из киты, из дорогих таких хороших рыб. Потому что здесь процесс долгий,
для того, чтобы не потерять много времени на простую еду, нужно вот, чтобы была хорошая рыба. Все, с рыбой мы разобрались, почистили, порезали, пока ложим отдельно. Берем рис. Уже рис я заранее приготовил, сварил. Тоже перчим по вкусу, по своему. Ну, я люблю острую еду, поэтому я перца положу примерно вот так. И самое интересное в этом пироге рыбном, в рис добавляется 2 сырых яйца. Так, одно яйцо и второе яйцо. И размешиваем, чтобы она у нас получилась однородной массой. Так, еда должна быть вкусной и в то же время сытной. Вот поэтому моя бабушка воспитала 11 детей после военных времен, не знающих голода. У них всегда были постоянно гости. Когда мы даже выросли, у моей бабушки тогда было уже 70 лет, и у нее было 47, по-моему, внуков и 20 с лишним правнуков. И все мы, и дети, и взрослые, все летом собирались у нее. Она каждый день кормила нас сытным обедом, сытным ужином. И все были очень довольные. Прикиньте, одна бабушка кормила почти что 100 человек каждый день. Сейчас не каждый может прокормить почти 100 людей каждый день. Так, все перемешали. Сейчас переходим к тесту. Я заранее уже тесто поставил, оно вышло, готово. А вы можете купить готовое тесто в магазине. Или можете поставить так, как готовятся пирожки. Одно и то же. Так. Муку так равномерно подготавливаем под тесто. И сюда выкладываем наше готовое, тесто. Вот наше тесто. Вот. О май гад. Да ничего. Так, манныкана вот так делаем. Вот так. Тесто готово! Так, пиццу сделали. Сейчас мы из этого делаем французский батон. Так, более равномерно. И так как у нас 12 рыб, мы это делим на 12 частей. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще удлиняем. Делаем уже где-то 80 сантиметров. И еще раз считаем так. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. И начинаем потихо резать. Так, тут осторожнее со скатертью. Чуть муки, чтобы не прилипало. Разделили на 12 кусочков. И каждый берем левую ладонь, кто левша, делает вот так. И правой рукой вот делаем аккуратненькие колобочки. Так, вторую берем. Примерно размером вот такие. Чуть меньше моего кулака. Не забываем мазать руки мукой. Неужели мысли выше? Мы взлетим с тобой в небо. Унесемся от проблем далеко. От всего, что так нелегко. Держи мою руку крепче. И не отпускай, не отпускай. Опа. Надо готовить весело, ребята.
вперед и с песней! Все, последний наш клубочек, 12-й. Дорогие мои телезрители, скалка нам здесь понадобится. Мы в тот раз не хотели показывать скалку, так как это опасная вещь для противоположного пола. Но здесь без скалки не обойтись. Берем клубочек, который мы заранее подготовили сейчас. И уже плавным движением рук вернее. Так, один готов. Ну, примерно вот так. Берем второй наш клубочек. Также скалкой превращаем в лепешку. Здесь процесс, конечно, не быстрый. Нужно терпение, упорство, аккуратность и самое главное – душа. Тогда у нас пироги будут очень вкусные. Это немаловерная вещь. Готовить с душой, с хорошим настроением. Так, моя бабушка это делала все сидя. Но она была старая, поэтому... А мне вот неудобно делать сидя. Мне удобнее вот стоя готовить. И, ну, наверное, из-за того, что еще бабушка делала не вот так, как я. Сейчас, штук 12, да? Она вот делала для всех. Моя бабушка воспитала, вот как говорил, 11 детей. И дедушка тоже был педагогом. Бабушка тоже была педагогом. И они воспитали из 11 детей 8 педагогов. И они основали одну из первых династий республики, династия педагогов Алексеевых. К этому еще очень много внуков моей дедушки с бабушкой. Внуки, правнуки тоже работают в сфере образования, тоже педагоги. А я сам в образовательной сфере чуть-чуть поработал, конечно, а так у меня образование актерское, первое, а второе менеджмент. Так что как бы я отношусь к этой династии педагогов и как бы тоже с одной стороны не отношусь, потому что в сфере образования у меня опыта было немного. Итак, начинаем. Следующий этап нашего блюда. Берем заранее вот подготовленный кружочек наш. Берем 1 столовую ложку риса. Так. Ага. Вот так ложим. Берем рыбу. Солим по вкусу. Перец можно не ложить, так как мы перец уже положили в рис. С двух сторон. Так. И ложим на рис. Вот. Берем 2 края, соединяем. Еще 2 края соединяем и превращаем в квадратик. И все уголки тоже между собой соединяем. Он должен получиться у нас как самса, вот квадратный. Вот такой у нас он получился. И ложим за тыльной стороны. Вот так вот. Вот. Один готов. Угу. Самая главная фишка нашего рыбного пирога лежит в их костях. Поэтому мы не очищаем от костей. Ложим так, как оно есть. Ну, когда будем кушать, мы будем знать, что там кости, и будем кушать аккуратно. Вот. Таким же методом все соединяем. Опа! Достаточно. Оп. Наши конвертики готовы. Сейчас
подходим к процессу жарки. Для этого нам нужна чудо-печка, электрическая сковородка, 2 вилки, масло уже туда растительное залили и сантиметр масла. Вот уровень. Подключили. Сейчас ждем, пока она немножко еще нагреется. Берем кусочек теста, ложим и смотрим. Все, он у нас уже готов. Ладно, начинаем жарку. Ложим тоже с этой стороны, где у нас стыки. Оп, один пошел, первый пошел. Второй. Так, у нас здесь поместится только 4 штуки. Так, поместилось. Ага. Как только положили, буквально через 30 секунд мы перевернем, чтобы здесь не появились шарики и лопнуло. Мы не хотим, чтобы наши пироги лопнули. Ну, такой же процесс готовки, как и пирожки обычные, мясные пирожки. Переворачиваем. Все. Ждем-с, потом обратно перевернем. Пока готовил рыбные пироги, вспомнил отрывок стихотворения Немтушкина. «Коль забуду родную речь, песни те, что поет народ, для чего ж тогда беречь мне глаза и уши и рот? Коль забуду запах земли и не так ей стану служить, для чего ж тогда руки мои, для чего мне на свете жить?» Так что не забывайте своих родных, свой край, свой язык, свою культуру. Первый этап готов. Большие порции для больших людей. Вот так вот выглядит наш первый этап. Как раз еще один этап. 3 этапа у нас получается. Итак, наш рыбный пирог готов. Сейчас пойдет дегустация нашего блюда. Режем пополам. На вид шикарный. О, запах вообще шикарный. Не забываем, что у нас здесь могут попадаться кости. Так. Шикарно. Всем приятного аппетита. Махтал. Досидос. Сегодняшнее наше блюдо называется рыбный пирог. Ну, рыбный пирог, само слово, от слова рыбы, поэтому нам понадобится рыба. Сегодня у нас на рыбный пирог рыба чир. Будем делать рыбный пирог из чира. Вот как выглядит чир. Всем да, халтырıyor да. Халтыр бақпы деген. Да, ничего. На халтыргайын. Balık kurduk халтыргай var. İngirde хай balık bu. Короче, нужен топор. Нужен топор. Сколько плавников тут у нас? Раз. Сейчас плавник, иккис плавника. Ой-ой. Так, отрезаем 3-й плавник. Ага. Так, 4-й плавник. Bu короче, kendin öpte doğru. Tamam, vay. Yani hata nidde kaybalık diyorsun. О, истинный кемат. Да? Да, футболка мягкая, так сырая. Altta kubik var ne kadar işte ne yapayım? Taksıbitten tohtaya bikini. Ama. Сдобное денер было. Сдобное. Сейчас, короче, таксовый тесто. Можете готовить таксовый тесто. Так, вот
наше тесто. Рецепт такой же, как и пирожонии. Пирожонии. Как и... Французскую добавил? Франция, как и пирожки. Так, как и для пирожков. Итальяно. Пицца var orada. Pizza var ama balıklıdan pizza var aga. Так, чахманны. Опа. Это пицца то станка дороже. Вот наша английский тока. Да? Видоска. Pizza там орохут. Нидак. Yine hoş bu hin bararak. Так, размер дробытан арысы хабардың тоқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, арасы 9, 10 әрі болды. 9 боларын 12 ден ақырдың бәтті дейді. Аман аңардан айыққымен. Тәмекератың арды қауын наман тәмекератың бәс еққа. Қас боланы чоны? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, арасы 9, 10, 11. Таман тәмеке бәрі хинді дейті ба. Тоғы барын тәпкі ағар күрді берінде. Так, дейінде. Так. Вот берем наверх. Без рейкера. А, блин, Дима. Усложнение, наверное. Надо. Короче, так. Не забываем руку мазать порошком. Порошок. Так. Мукой. Да. Не забываем мазать руки мукой. Порошком. И уже плавным движением рук, вернее, скалим, да? Так. И скалкинаем. Делаем скалкой, делаем равномерные кружочки. Кихимане вот. Иш дугатыттан, иш санатыттан, иш илититтен оңорохта. Вкуснота лежит в их костях. Черепашки-ниндзя. Они выглядят как черепашки-ниндзя. Ча, виделся. Как тебе быть блогером? Асастадыста вдохновение киддағанара асастабылдар. Олеген күні бұға вдохновением кәлерін күйтебін. Вдохновением күнге бидде кәлер, неделяға бидде кәлер. Все, короче, олеген ждем вдохновения каждую неделю. Биди иккили вдохновение килерін. Аха, серьезно дик хаңарды мим. Отда да жинне ақырды қалы. Бұғана айрырды. Влюблены бабушкин перешли. О, бабушкам кен алақ. Так. Даже бұл мамам бұхарармандығы білігінде. Ол әбәмір цевына. Олық осколаға қандық мероприятия бірахынник болы даны разым ағыттан. Қай рыбны пироккуна қалдың да, рыбны пироккуна қалдың да, дем бары интерьер келділер. Коронное блюдо. Дем барда мамам рыбны пирогын күтелді. Ок. Ежетті бітарыг бұханары, әмергітен берекқа. Да, коронный фраза «маму» дер. Маму! Мама! Охо! Разы беттimi. Охо, хау дәвілі бит. Минда! Опасно. Нет, инде так пана раз бэм. Бандан ахалла. Да, инде так пана адбандахар курдук болар. Короче, я не буду отвечать на этот вопрос.